Друзьяки, Бивис и Батхит идут голосовать. Это клуб для настоящих мужчин. Если честно, я даже чуть-чуть боюсь. Снимаешь опять, да? Настал тот самый день, когда надо делать выбор. А так как я социально активный гражданин Удмуртии, я обязан сходить и проголосовать. Сейчас мы идем на избирательный участок, посмотрим, какая там ситуация. Ну и отдадим свой голос. Погнали! Спасибо. Хорошо. А вы проголосовали? Вам сколько лет? 18 есть? Ладно, у вас все еще впереди. Как у вас сегодня все проходит? Без происшествий? Люди идут? Идут, хорошо. Хорошо идут? С улыбкой на лице? Ну, обязательно. Праздник. Это праздник. Конечно. Все? Ребятки, мне сегодня, точнее в этом году несказанно повезло, потому что мой избирательный участок находится вот тут, а живу я вот тут. Грех не сходить на выборы и выполнить свой гражданский долг. Просто камера. Как это нельзя? Можно? Можно снимать. Можно снимать? Можно. Как это? Я сейчас на труда голосовал. Здравствуйте. Мы не проверка, мы снимаем блог. Молодых, пожалуйста, выполняем. К молодым. Подумал? Да. За кого будешь? Да. Ладно. Вот. Самое крутое, что есть на выборах, это музыка, которая поддерживает, которая придает жизни, счастья. Букет из белых роз встретил Петра Николаевича Пушкина. Эта музыка не дает мне спать уже с 8 часов утра. Пошли мы сейчас под машину попадем. А впереди у нас просто бомбезное мероприятие Мисс Электроника 2018. Погнали! Какие люди в Голливуде! Нет, пошли! Эксклюзивчик сейчас возьмем. Брат, ты как здесь оказался? Ну такая... Чё понял? Снимаешь опять, да? Нет, пропиарился. Слава была? Мне, короче, все там давай. Ты чё, знаменитость там? Хотел вот сюда попасть, понял? До этого ты в камеру не говорил? Мечты не исполнялись. Как только на камеру сказал, что хочешь приехать. Все, ты здесь? Опять я там буду, да? В ютубере? Да. Смотри, если Леха признается, что он гей, ты к нему лучше будешь относиться? Я перестану сюда ходить. Нервничаешь? Не очень. В армейке хуже было? В армейке хуже было. Был капец, когда я был в наряде. Уснул на тумбочке. Дежурный по части зашел, старший лейтенант. Ох, там такое было, ё-моё. Че, брат, нервничаешь? Нет. Я вот что-то за тебя нервничаю в последнее время. Что ты за меня нервничаешь? Вот смотри, вот всегда человек скрывает, когда он улыбается, много смеется, это же проявление того, что он нервничает. Но я же спокоен, как удав. Вдохни на камеру. Нервничаешь? Да? Чего боишься? Много чего боюсь. Вообще всего боюсь. Девчонок боишься? Да. Жену у тебя нет еще? Нет. Наступай, занимай первое место, и мы с тобой найдем тебе жену. Хорошо. Договорились? Да. Все, брат, я за тебя. Ты кто такая? Ты вообще офигел. Расскажи, куда вы пропали из электроники? 2 года прошло, а вас не слышно. Да. 3 даже. Как живот появился, я ушла с экранов. А сейчас я хочу возвращаться снова и снова, чтобы меня узнавали. Есть какой-то новый проект, с чем возвращаться? Да, делать новое шоу, женское шоу. Но я думаю, что я вернусь, да, на удмуртско-русский процесс. Сиськи будут в эфире? Сиськи будут в эфире по утрам, по вечерам. Поэтому да. скоро электроника отойдет на второй план, она станет не такой интересной. Иди ты нафиг! Какая мока. Тужгесно яркий, щеберістей, мусоно шаплино візьмо, та бере крик полесанай, де кретин пока покиш сексі, вау, Вауліна Вероніка! Никита Петров, Лапошка Рот, Дмитрий Степанов,
Вчера у нас закончились съемки крутого сексуального клипа «Баллада». Но об этом позже. Короче, есть эксклюзивная информация. Но вы знаете, на нашем канале только всегда самые последние новости. Разрабатывается специальная частота для нового радио, которое будет вещать 100% на удмуртском языке. Это очень офигенская новость. Почему? Потому что сейчас на радио «Моя Удмуртия» 30% только национальному вещанию. Заметьте, 30%. Но это же неправильно. Нам надо 100% вещание. Поэтому сейчас мы идем к начальнику службы национального вещания Сергею Анатольевичу Касаткину и узнаем, правда это или нет. Погнали! Сергей Анатольевич, поступила интересная информация. Наши подписчики просто горят и спрашивают, вот прямо вот их разрывает. Алексей Воронцов в Фейсбуке написал, что с Татьяной Ишматовой предприняли маленькие шажки по поводу продвижения удмуртского эфира. Они будут разрабатывать новую частоту. Об этом мы говорили при первой встрече с главой Александром Бричаловым. Обозначили, когда водоровая встреча была. Он сказал, этот вопрос интересен. Именно открытие отдельной радиостанции, вещающей на удмуртском языке. Это же круто. Это очень круто. Серега, удачи. Будем продвигать. Друзья, вот такие новости. Полностью радиостанция на удмуртском языке нам нужна. Это обязательно. Поэтому мы ждем. Мы верим. Дальше. Смотрите, какой я красивый, да, стал? И это все благодаря нашему хедлайнеру, специалисту своего дела, гуру в своей области, Саша Ашихмин. Все знают его как профессионального гармониста. А теперь мы раскроем этого человека с другой стороны и покажем, чем он занимается по будням, пока нет гастролей. Пошлите, посмотрим. Эй, Сайка, здорово, брат. Красавчик. Как жизнь? Нормально. Один, подливайся. Как тебя вообще занесло в эту индустрию? Ты всю жизнь играл на гармошке. Сейчас ты ушел в другую сферу. Что случилось? Денег? Нет. Да нет, просто интересно, нравится. Ну как, вот ты на кого-то посмотрел же, на кого-то сориентировался? Да нет, я в детстве как-то всех стриг в семье. Это нравилось. Но я отучился на парикмахера в Румском учебно-методическом центре. Съездил в Прагу на стажировку. Чем вот это место отличается от простой парикмахерской? Ну, во-первых, здесь обслуживаются только мужчины. Если приходят девушки, то им нужны какие-то короткие стрижки, там, на лысо побриться. Например. Ну вот, я превратился в настоящего человека. Саш, ты бреешь людей? Да. Он вас подстрижет, побреет, и вы будете такие же, как я, молодые, с горящими глазами. А сейчас мы поговорим с владельцем барбершопа Антоном Мельниковым. Антон, привет. Привет. Расскажи, с чего все началось? Как ты открыл этот бизнес и где ты учился? Давай с самого начала. Учился? Ладно, давай так. Я загорелся этой идеей еще со школы. У меня мама работала в салоне парикмахерской тоже, но она работала администратором. Я очень часто приходил к ней в гости, общался с мастерами, они на мне экспериментировали, стригли, красили. После школы я поступил на курсы парикмахера, отучился в салоне «Фантазия», который до сих пор сейчас работает на улице Пушкинской. После этого прошел стажировку, поработал в других местах. С момента начала учебы прошло 9 лет, ну такой стаж работы, у меня 9 лет, именно до момента открытия своего дела. Ну вот что сподвигло открыть вот свое дело? Хватит работать уже на кого-то? Да. Когда я уже поварился в этой каше во всей, поработал на других, поработал как бы на себя, поработал на аренде, вот определился с тем, что нужно открывать что-то свое. Для всех жителей Ижевска называйте промокод «Эктоника» и получайте 10% на наши услуги в Росоклаб. Круто. Ну вот и все, друзья. 6-й выпуск Эктоника Влог подошел к концу. Это была насыщенная неделя. Были выборы. Прошел конкурс Мистер Эктоника. Мы сняли клип на трек «Баллада». Петька, что можешь сказать? Работа получилась очень интересная, с возрастным маркером 18+.
Очень пикантный, я бы даже сказал. Сейчас мы через пару мгновений начнем процесс монтажа, и в скором времени вы увидите это шедевральное творение. Пару мгновений, это месяц ждать. Петь, я в тебя верю. Да, я тоже верю. Встречаемся в воскресенье 18:00 на Лайф Радио Моя Удмуртия в программе «Ктоника Лайф». Будем раздавать подарочки. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш Инстаграм, на наш паблик ВКонтакте. Давай, все, не мешай. Пока, встречаемся через неделю.